У обращающей стороны вопросы есть? Мукар Султанович, пожалуйста. Вот вы только что, как и представитель правительства, ссылались на части 2 статьи 20 Конституции Крымской Республики. Действительно, в второй части, в абзаце 1, вправе вводить ограничения. Там написано только в Конституции и законах. А в подзаконных актах-то здесь нету. А в втором абзаце конкретно там запрещается принятие подзаконных нормативно-правовых актов, ограничивающих прав и свобод человека и гражданина. Все это идентично, по-вашему, или какой-то из них более сильный? Нет, не идентично. Имеет какое-то преимущество перед вторым. Я об этом сказал, что есть пробелы в законодательстве, требует, значит, регулирования законом эти ограничительные меры. Хорошо, тогда второй вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда, что нам требуется вносить изменения в Конституцию Крымской Республики, если это непонятно написано? Нет, вот я же отметил, что в данный момент рассматривается законопроект о порядке прохождения службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики. Можете включиться в этот процесс, вы внести свои предложения, Жорг Кеңеш, может учтет ваши предложения во втором чтении. Но извините, это еще не принятый закон. Это же всего лишь проект. А разве мы имеем право ссылаться на проект? Ну, я уже ответил. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если этот закон будет принят, она будет иметь обратную силу и распространяется на наши сегодняшние рассматриваемые вопросы? Закон, если в законе, самом законе предусматривается, будет иметь обратную силу, если будет. А если в законе не будет предусматриваться, как мы можем сказать, что будет иметь обратную силу? Ну, хорошо. А когда мы тогда делим статью 6, пункт, это часть 5, что закон или иной нормативный правовой акт устанавливаются новые обязанности, либо отягчающие соответствие обратной силы не имеет. А как мы тогда с этой Конституцией будем? Спасибо. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Минархан Баратов. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что постановление правительства, в общем, утвердило, да, вот это положение. Вот вы сейчас говорите, что пробелы будут устранены, есть пробелы. Вы можете утвердительно сказать, что именно вот этого касается положения, что было избрано неправильно, вы утвердили, вот правительство Кыргызской Республики утвердили это положение? Я не могу сказать, что это... Вы сказали, пробелы есть. Что именно, какие пробелы? Можете сказать? Я соглашаюсь с вами, что оно требует детального регулирования. Я с этим соглашаюсь. Это мое мнение, да. Но это касается же этого положения, я правильно поняла? То, что утвердило правительство. Он речь ведет об основании, Минархан Баратов. Что основания, которые вы оспариваете на предмет конституционности, требуют детального регулирования. Правильно, Нурбек Атиевич? Да. Есть у вас вопрос? Нет, да? Разрешите, один вопрос остался? Пожалуйста, задайте. Я прошу прощения. А вы в курсе дела, что в Комитет конституционного законодательства и государственного устройства и правовым вопросам Жорг Кеңеша поступило обращение с Сырдыбаева относительно именно вот этому вопросу возникшей коллизии между нормативным правовым актом Кыргызской Республики? Нет, не в курсе. Вот здесь именно там направляют правительство Кыргызской Республики, чтобы все эти подзаконные нормативные акты привести в соответствие с законом Кыргызской Республики. Спасибо. Курсан Сатарович, у вас вопросы есть? Нурбек Атиевич? Нет, да? У вас? Нет. Уважаемый судья, есть вопрос? Нурбек Курмантардович, пожалуйста. Была в письменном виде ваша позиция
А сейчас вы здесь сказали, имеется определенный пробел постановления правительства, надо поручить, чтобы детализировали. И получается сейчас двоякая позиция, как бы. В письменном виде по-другому изложили, и сейчас выступили по-другому. Нет, та же позиция остается. Единственное, я добавил, чтобы вы поручили правительству Кыргызской Республики, значит, регулировать в законодательном порядке. Прощения, я вас перебью. Мы рассматриваем конкретно подпункт Ч, пункт 106 положение. Да. И речь идет вокруг вот этого пункта. Да. И вы сказали, надо поручить правительству. Значит, вы не согласны тогда своим предыдущим письменной информацией своей? Нет, я предыдущей позиции согласен. Единственное, добавляю. Прошу суд поручить правительству Кыргызской Республики устранить пробел в правовом регулировании. Все. Нет, какие пробелы должны правительство сейчас То есть уточнить? я указывал в предыдущем вот я зачитаю предыдущем возражении. Вместе с тем отмечаю, что требования части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики к возможному ограничению прав и свобод человека и гражданина устанавливают обязательную законодательную форму вводимых ограничений и тем самым запрещают принять в этих целях иных видов нормативных правовых актов, предусматривающих ограничительные меры. В этой связи оспариваемые ограничения для сотрудников органов внутренних дел следовало бы принять в виде закона, а не подзаконного нормативного правового акта, каким является вышеуказанное положение. Понятно. Тогда второй вопрос. Конкретно по этому пункту. Отец в разводе живет другой семьей. Или он совершает преступление, сын должен нести ответственность, с которым почти физически не общался. Или наоборот, сын совершает, отец должен нести ответственность. Как вы думаете? Здесь есть вопросы. Значит, если вместе не проживают, как бы, в разводе, они в разных местах. У отца другая семья, допустим. Остается он близким родственником, самый близкий родственник. Кроме того, что алименты платил, он никакого отношения не имеет к сыну. Сын совершает преступление, он сотрудник, он должен быть уволен. Или наоборот, он совершает, сын должен быть уволен. Правильно. Законодатель должен учитывать все эти обстоятельства. Спасибо. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Эмиль Джадаш. Нурбек Атеевич, вы все-таки не сказали, вот, наверное, не знаю, как-то какой-то отсутствует небольшая определенность. Вы согласны с тем, что нарушена процедура введения ограничений? Да? Процедура имеется в виду установленная Конституцией введение ограничений. Вы в своем выступлении об этом говорили по поводу второй части 20 статьи Конституции. Или вы настаиваете на том, что вот этот подпункт, положение, которым регулируются вот эти вопросы, да, что он соответствует Конституции? Требования соответствуют Конституции. Не противоречит. Именно по форме, да, по форме этого документа, я об этом сказал. Вы согласны с тем, что нарушена процедура введения ограничений, да? Причем процедура, установленная самой Конституцией, да? Или не согласны? Я не очень-то согласен, потому что эта норма появилась, значит, в 2007 году. А норма Конституции, насколько я знаю, в 2010 году появился вот это. То есть с того момента эти нормы положения идет. То есть вы считаете именно по этой забыли, причине, можно сказать, да. По этой причине, что оно соответствует Конституции? По форме требует устранения пробелов.
Эмиль Джузович, Нурбек Айтеевич сказал, что такого рода ограничения могут вводиться, и они не будут противоречить статье 20 Конституции. Но единственный вопрос по форме введения. Он по умолчанию говорит о том, что то, что постановлением вводится, это не совсем верно. В связи с чем необходимо такого рода ограничения вводить в форме закона. Правильно? Поэтому у него и спрашиваю, как он относится к той норме под пункту Ч, пункта 106, положения о порядке и условиях прохождения службы в органах внутренних дел. Если вы хотите услышать конкретно. Я поэтому вас и спрашиваю, как представителя президента. Да? А вы уходите от ответа. Это его право. Нет. Хорошо. Такое создается впечатление, что с вашей точки зрения нормы материального права имеют какое-то, скажем, такое приоритетное начало, нежели чем над нормами процессуального права. Да? Если вот исходить, что здесь процедурный вопрос, а здесь норма материального права. Да? И вот вы отдаете какое-то предпочтение или, скажем, приоритет в данном случае норме материального права. Я хочу услышать, на каком основании вы пришли к такому выводу. Я хочу понять позицию вашу официальную. Я уже сказал, что процедура это не столь важна, нежели чем содержание, скажем, этой нормы. Вот что вытекает из вашего выступления. Это содержание правовой нормы, я считаю важным. Однако, если допустить, что Конституционная палата признает, что независимо от того, близкий родственник, не учитывая различных обстоятельств, да, из-за того, что близкий родственник был осужден, значит, сотрудник увольняется, тут будет не совсем верным. Потому что все мы признаем, что оно требует детального регулирования. То есть участие самого законодателя, тем более в виде закона. Поэтому я прошу, чтобы вы поручили правительству, чтобы вот эти мысли наши довели до логического конца. Раз принят закон в первом чтении, ожидается принятие в третьих чтениях, я думаю, в течение максимум 2 месяца. Есть еще вопрос? Нет? Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. У вас есть вопрос? Сейчас, Нурбек Айтеевич. Появился вопрос. Пожалуйста, задайте. Вот то, что после именно ваших вопросов, я прошу прощения, если ваши вопросы. Он, конечно, очень уклончиво отвечает, но конкретный вопрос. Если вы предлагаете сейчас в Конституционной палате принять решение, поручить правительству, вот этого все исправить, значит, вы признаете, что ваш сегодня подзаконный нормативный акт противоречит части 2 статьи 20. По форме может быть, по содержанию нет. По содержанию, да. А вы-то оспариваете содержание? Да. Это правовой нормы. И содержание, и форму не оспаривать. Спасибо. Присаживайтесь.